В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Первую группу добровольцев выписали после испытания вакцины от коронавируса. Российские ученые высоко оценили результаты первых клинических испытаний. Помощь людям в период пандемии стала главной темой заседания Генерального совета «Единой России». В нем принял участие глава Якутии. В Алданском районе началась работа над созданием второй части книги «Война глазами детей». Ситуация с распространением COVID-19 в регионе остается напряженной. Об этом сообщила вице-премьер региона Ольга Балабкина во время брифинга по эпидситуации в республике. За минувшие сутки в регионе выявили 58 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 41 инфицированный в Якутске, 7 в Мегино-Кангаласском районе, 4 новых случая в Алданском районе, 2 больных в Чурапчинском районе и по одному случаю в Булунском, Ленском, Нерюнгринском и Хангаласском районах. Справились с болезнью за сутки 108 человек. Ольга Балабкина во время брифинга рассказала о том, как сейчас оказывают медицинскую помощь больным с коронавирусной инфекцией. Необходимо обратить внимание. Амбулаторно по правилам и методикам лечатся те, у кого легкая степень заболевания. И они непосредственно должны постоянно находиться на связях с врачом и при необходимости ставить в известность врача или вызывать скорую помощь при ухудшении состояния. Второй уровень – это средняя степень тяжести. Соответственно, здесь мы в основном работаем и лечим в инфекционных стационарах первичного звена. И если уже тяжелое состояние у нас больного, то он лечится в нашем высшем уровне. Это Якутская республиканская клиническая инфекционная больница, которая осуществляет свое лечение соответственно, как самостоятельно, так и на базе телемедицинских консультаций с городом Москва. Вот это такова сегодня и форма лечения, и ситуация. Что касается наличия медицинских препаратов, Республика Саха-Якутия в начале мая месяца была включена в 35 регионов, в которых непосредственно проводятся клинические испытания новых препаратов. Поэтому сегодня все новые препараты, которые действуют на территории Российской Федерации, поступили в наши стационары и имеются в полном объеме у нас в целом. И необходимо обратить внимание, какие задачи сегодня ставит оперативный штаб. Оперативный штаб сегодня ставит задачу Росздравнадзору вместе с Министерством здравоохранения Республики сократить время ожидания анализов. Российские ученые высоко оценили результаты первых клинических испытаний вакцины от коронавируса. Тесты проводились на добровольцах. Первая группа участников программы выписалась из клиники Сеченовского университета и военного госпиталя имени Бурденко. У них выработался иммунный ответ, рассказывает Сергей Берец. Добровольцы, принимавшие участие в клинических испытаниях вакцины против коронавируса, покидают военный госпиталь в Москве. Препарат, эффективность которого они испытывали на себе, разработан центром имени Гамалея. Как сообщило Министерство обороны России, перед выпиской они сдали анализы крови на исследование выработки иммунного ответа. Другая группа участвовала в клинических испытаниях, организованных на базе Сеченовского университета. По словам Вадима Тарасова, возглавляющего одну из кафедр, наука пока не располагает достоверными данными о поведении коронавируса. Он рассчитывает, что испытанная вакцина позволит защититься от инфекции. Сама платформа для создания данной вакцины разрабатывалась на протяжении 20 лет. Платформа, которая позволяла конструировать новые препараты. И создан целый ряд вакцин, в частности 3 вакцины для лечения лихорадки Эбола, которые прошли уже большие клинические испытания, там более чем на 5000 людей, пациентов, добровольцев и так далее. То есть данная вакцина была сконструирована на уже разработанной технологической платформе. Это не абсолютно с нуля. Это позволило сделать ее в короткие сроки. Как говорит руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Елена Смолярчук, полученные в ходе тестов данные обнадеживают. Есть хорошая положительная тенденция в усилении неспецифического иммунитета, но выводы по формированию специфического иммунитета сделает разработчик, а именно Институт имени Гамалеи.
О своих ощущениях рассказала участница программы Анна Гудкина. 2 дня у меня была температура 38 градусов, но она сбивалась обычным парацетамолом, озноб, головная боль, но на 3-е сутки все это прошло. Испытания в военном госпитале имени Бурденко и клиническом центре Сеченовского университета начались 17 июня. В первом случае добровольцам внутримышечно вводилась жидкая вакцина, во втором в виде порошка. Прежде чем давать его людям, препарат был протестирован на приматах. Насколько длительным окажется иммунитет, еще предстоит выяснить. Если данные об эффективности вакцины подтвердятся, начнется этап амбулаторных испытаний с участием 500-700 добровольцев. Эмоциональное выгорание, тревожность и стресс – все это могут чувствовать россияне после выхода из ограничительного режима. О том, как грамотно вернуться к привычному образу жизни, смотрите в материале Айсены Бурнашовой. Я стала дистанцироваться от людей, плюс у меня нету никакого желания посетить центр города. Чувство дискомфорта при каждом выходе из дома Татьяна называет издержками самоизоляции. Девушка живет в Москве уже 2-й год, и до пандемии она не замечала ни массового скопления людей в метро, ни полных бактериями поручней. Сейчас же страх подцепить вирус буквально преследует девушку. Но не обязательно корона, и там еще очень много других болезней, которых осознала только после наступления коронавируса, что очень много опасностей вокруг. Психологи отмечают, ограничение и лишение свободы всегда было для человека сильным стрессом. И если за время самоизоляции люди адаптировались к новым условиям, то сейчас, чтобы вернуться к допандемической жизни, вновь придется встряхнуться. Люди сейчас, опять же, будут проходить тот самый период, который был в начале пандемии. Если да, там был страх самой пандемии, но надо сказать, что никто не объявил окончания, он есть, к нему адаптировались. И здесь тревога больше связана с тем, что опять нужно заново, скажем так, выходить на новый какой-то жизненный цикл, заново что-то менять. С этим, по большей части, да, тревога и связана. Для грамотного камбэка психологи рекомендуют оценить свое внутреннее состояние и написать индивидуальный план действий. Он необходим для ощущения контроля. В новую реальность стоит погружаться поэтапно. Навыки общения, встречи с друзьями, походы в кафе стоит возвращать шаг за шагом. Здесь очень важно постепенно, и каждый все-таки должен двигаться со своей скоростью и видеть, что вокруг происходит, и исходя из этого выбирать, что для меня, что не для меня. Здесь самый лучший момент для адаптации – это своя скорость. Все по-разному пережили самоизоляцию. Для кого-то она прошла болезненно, для кого-то менее. По словам психолога, защитный механизм у всех разный, поэтому стоит проявить сдержанность и эмпатию по отношению к окружающим. Также гигиена сна, восстановление режима и, как ни странно, объятия помогут быстрее реабилитироваться. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. Глава Якутии Айсен Николаев принял участие в заседании Генерального совета «Единой России» в Москве. Главной темой обсуждения стали роли участия партии в помощи людям в период пандемии коронавируса. Было отмечено, что эпидемия COVID-19 внесла существенные коррективы в жизнь всей страны. При этом уважение и взаимопомощь вышли на первый план. Как отметил глава республики, борьба с коронавирусом объединила усилия многих людей. Особую роль сыграло волонтерское движение. Ряды добровольцев пополнялись ежедневно. Теперь важно сохранить дух консолидации, взаимоуважения и поддержки. Все это поможет повысить качество жизни и охватить заботой каждого жителя республики и страны в целом, отметил Айсен Николаев. Во всех регионах «Единая Россия» развернула работу волонтерских центров. Наши активисты помогали людям, помогали с продуктами, с лекарствами. Чтобы помочь медицинским работникам, мы запустили акцию «Спасибо врачам». Вы знаете, были собраны большие средства и членских взносов. И в результате мы с вами закупили и направили в регионы автомобили, средства индивидуальной защиты, продуктовые наборы для врачей. Другим темам, задымленность Якутска и ряда районов республики вызвана шлейфом дыма от крупных лесных пожаров, которые возникли на отдаленных территориях Жиганского и Кобяйского районов. Об этом сообщает Минэкологии региона. Работники якутской базы авиационной охраны лесов, Якутлесресурса и авиалесоохраны активно занимаются их тушением. Эти лесные пожары не представляют угрозы населенным пунктам и объектам экономики.
Площадь же лесных пожаров в Якутии увеличилась за сутки более чем на 100 тысяч гектаров из-за гроз. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону. На территории Якутии действует 167 лесных пожаров. За сутки возникло 72 очага, 11 удалось потушить. Сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории Верхоянского, Жиганского, Кобяйского, Мирнинского, Тампонского и Эвено-Бытантайского районов, где зарегистрировано 102 очага природных пожаров. Пострадавшие от сильного града жители села Натора получат 9 миллионов рублей от районных властей. На ремонт социальных учреждений будет выделено около 6 миллионов рублей, еще 3 миллиона на материальную помощь каждой пострадавшей семье. Из этой суммы 5,5 миллионов пойдет на восстановление школы и детского сада. Более 200 тысяч рублей на ремонт кровли здания клуба. Еще около 200 тысяч на ремонт котельной. Также в результате непогоды пострадало около 100 жилых домов. Каждая семья на их восстановление получит по 30 тысяч рублей. В Алданском районе началась работа над созданием второй части книги «Война глазами детей». Первая часть вышла в 2016-м. В ней рассказаны истории 100 алданцев, детей военных лет. Подробности в следующем сюжете. «Война глазами детей». Под таким названием в ноябре 2016 года вышел в свет сборник воспоминаний 100 алданцев, которых Великая Отечественная война застала в младенчестве или отрочестве. Книга получилась не очень объемной. В книгу вошли истории жителей Алданского района, которые были детьми во время войны. Это истории, их биографические данные и очень интересные факты биографии этих людей. И, конечно же, для наших жителей Алданского района, для нашей молодежи это бесценный опыт, бесценная память и уникальный сборник. На сегодняшний день в Алданском районе проживают 1500 пожилых людей, которые еще могут поведать об ужасах и лишениях военных лет. Их истории и впечатления о годах детства предоставят родственники или запишут волонтеры, которые с неподдельным интересом отозвались на предложение поучаствовать в проекте. Это, во-первых, память о наших алданских детей, которые дети войны, тыла. Мы с большой гордостью вспоминаем и слушаем о них, о том, как они жили в это тяжелое время для всех. И очень рады, что существует такой проект, что он появился, что все эти данные будут в архиве. Дети следующего поколения смогут ознакомиться с этим всем, изучить. Сбор информации для второй части социального проекта «Война глазами детей» уже начат. Ветерана тыла Людмилу Яковлевну Кашкареву война застала в пионерском лагере под Читой. Ей было 10 лет. Тяжело было, конечно, что говорить. Не доедали, не допивали. Что? Вот у нас отец умер в 43-м году, так мы вовсе горе знали. Познали. Да, я в этом году, вот в 43-м, как раз пошла работать. Мне было 12 лет, и я пошла работать. Для сбора информации нужно лишь время, а чтобы вторая книга с воспоминаниями детей войны вышла в свет, необходимы средства. Работу по изысканию источников финансирования проводят специалисты районного управления культуры. В этом году мы хотим поучаствовать в проекте национальном «Культура» для общественных организаций. И совместно с общественной организацией «Все в наших руках» хотели бы возобновить эту работу, так как жители Алданского района и та категория, которая указана в этой книге, хотели бы дополнить ее своими историями. Сохранение исторического наследия в числе приоритетных задач в нашей стране. Истории алданцев, запечатленные на страницах новой книги, останутся вечной памятью о подвиге советского народа во Второй мировой войне и подчеркнут участие в ней детей и подростков, сражавшихся за выживание, а значит, за победу над смертью. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Алдан. На этом у меня все. До встречи.